Здравствуйте! Пред вашим взором Светлана Звонарева. И Влад Портнов, и мы продолжаем встречать с вами осенние дни на этой неделе. Сегодня уже 17 сентября, четверг, если кто-то вдруг не помнит. И в этот день отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашенный в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая и курирует основные мероприятия, приуроченные к этому дню. Этот праздник призван повысить степень безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, также чтобы обмениваться опытом в выработке принципов достижения этой цели. Вот так сложно, но полезно и важно. Ну а мы начинаем программу, как всегда, с анонса. Учись, играя. 5 игр, которые помогут в учебе. Улицы памяти. Узнаем историю очередной улицы. Картины Музея изобразительных искусств Татарстана появились на платформе «Артефакт». Среди оцифрованных работы Николая Фешина, Хариса Якупова и Баки Урманче. Всего уже загружено более 400 изображений с полной информацией о художнике и его картине. Приложение «Артефакт» — это платформа Минкульта России, которая представляет выставки в формате дополненной реальности. Работает она и через мобильное приложение. Чтобы им воспользоваться, нужно навести камеру телефона на картину или экспонат, а затем приложение автоматически распознает изображение и даст подробную информацию о нем. Продолжим тему также рассказом о творческих людях, сохраняющих национальную культуру. С культурой народов Среднего Поволжья знакомит выставка «Кладези народного творения». Она проходит в выставочном зале культурного центра «Сайдаш». Представленная коллекция аутентичных костюмов, это они все аутентичные, они представляют собой этнографические экспонаты, их реально носили, их реально изготавливали. Они, конечно, практически все 20 века, прошедшего века, некоторые начала века, некоторые середины 20 века, но все домотканые, с ручным швом, на ручных ткацких станках они декорированные, то есть это ручное ткачество, то есть это некие вот эти образцы, которые сохранились. Среднее Поволжье – это особая этнографическая область Восточной Европы, расположенная на стыке Европы и Азии. Народы, населяющие ее, имеют много общего как в экономическом и историческом развитии, так и в происхождении, культуре и быте. Это мордва, марийцы, удмурты, чуваши, казанские и поволжские татары и башкиры. Культуры этих народов взаимодействуют друг с другом. Представленные на выставке костюмные комплексы были собраны во время экспедиции в районы бытования традиционных народных художественных промыслов республики. На этой выставке желающие могут познакомиться с изделиями традиционных художественных промыслов, таких как кожаная мозаика, золотое шитье, художественная керамика, лозоплетение, художественная вышивка, художественная обработка дерева, ткачество, созданные современными мастерами. В народном искусстве марийцев издавна были распространены резьба по дереву, узорное ткачество, плетение из березы, металлические украшения, плетеная мебель, трость с выжженным узором. В орнаменте геометрические фигуры часто сочетаются с растительными мотивами. Особенно интересна старинная вышивка, в которой орнамент, обычно красного богатого оттенками цвета, очерчивается по контуру черными и синим. Красота чувашской земли и ее народа отображена в национальном костюме. Чувашский народ сумел пронести через века свою самобытную культуру, свои замечательные песни, танцы, вышивки и сказания. Я считаю, что такие выставки, они вообще должны быть регулярными. Для того, чтобы сохранить те ценности, о которых мы хотели бы говорить и нашим детям донести. А это самое главное, потому что без фундамента, без того, что начинается, не может быть каких-то высот и каких-то интересных продвижений. И все это то, что творится на сегодняшний день в культурном центре «Сайдаш», говорит о том, что мы за то, чтобы эти ценности дать нашим детишкам, показать им, дотронуться им до этой истории. Эта выставка открылась в культурном центре «Сайдаш» не случайно. Здесь многие годы занимаются сохранением традиционной культуры. В конце прошлого года центр заработал после масштабной реконструкции. Сейчас в «Сайдаше» создаются новые коллективы, в которые приглашают детей и взрослых.
В Музее изобразительных искусств сегодня пройдет открытие выставки в честь 80-летия основателя отечественной светомузыки Булата Галеева. И у нас в гостях куратор выставки Янина Пруденко, куратор выставки «Прометей космического века». Доброе утро. Доброе утро. Спасибо за приглашение. Да, скажите, пожалуйста, почему выставка так называется? Светомузыканты, которые работали в СКБ «Прометей» в Казани и в других городах Советского Союза, они мыслили светомузыку как искусство будущего. И мы, конечно, проводим эту параллель, потому что эра космического завоевания, она как бы не закончена, и мы представляем себе, что то, что как бы накоплено, весь тот опыт, который накоплен в «Прометее», он очень важен и для будущих поколений. Возможно, действительно, светомузыка будет искусством будущего, космического будущего. О, в таком масштабе. Можно сказать, что прошлое, далекое прошлое, потому что Прометей — это все-таки, да, вот мифологический такой герой древний-древний, и вот до наших времен сколько прошло и как развивалось все это. Булат Галеев и Прометей оказали влияние еще и на международное развитие культуры, искусства, светомузыки. Так это получается? В контексте постсоветского пространства это однозначно так, потому что практически все республики, они собирались в Казани. Казань была точкой сборки для всех светомузыкантов, потому да, и украинские светомузыканты, и грузинские, армянские, и все абсолютно республики, они съезжались сюда с какой-то периодичностью. Но также Булат Махмудович Галеев поддерживал очень тесные контакты с абсолютно всем миром. Да? Велась постоянная переписка. Когда пал железный занавес, он очень много путешествовал, представлял советскую светомузыку и уже постсоветскую светомузыку за границей. Нет, а мне вообще интересно, как проходит эта выставка, что будет, что ожидает? Прометей, уже теперь центр Прометей обладает огромной коллекцией, да, то есть накоплена огромная коллекция различных объектов светомузыкальных, и это будет полное волшебство. Я очень Просто советую выставка, всем я понимаю, вот экспонат, вот картина, подходим, смотрим, а здесь что? Здесь какие-то отдельные залы есть или что-то меняется? Да, будут в том числе и картины, безусловно, потому что когда создавались светомузыкальные фильмы, к ним создавались эскизы. Да? И художники, например, Надир Альмеев, ваш казанский художник, тоже сотрудничал со светомузыкантами. С одной стороны. С другой стороны будут объекты, потому что светомузыка — это технологичное искусство, да, которое использует технологии, определенные девайсы, да, современным языком говоря, для того, чтобы светомузыка появилась, как бы, да, случилась как искусство. Потому огромное количество этих объектов можно будет посмотреть в действии, и это безусловные раритеты, это очень интересные объекты. Я думаю, многим казанцам будет интересно это посмотреть на историю светомузыки, которая зарождалась здесь, в Казани, во многом. Да, это даже для нас открытие в какой-то степени, потому что, казалось, что кто-то что-то делает, куда-то светит, и вроде как красиво, оказывается... Это здесь, на нашей земле это происходило развитие, но это мы про историю, а про будущее. Какой перспективы проект? Дело в том, что огромное количество современных художников и художниц молодых, они занимаются технологичными формами искусства. Например, виджеинг, он непосредственно имеет свои истоки в светомузыке. И, безусловно, знание, да, того, на плечах каких титанов стоят эти молодые художники, это очень важно для самоидентичности этих художников. И, конечно же, это не просто архив, да, это не просто о будущем, это о том, с чем могут себя соотносить современные медиа-художники, да, потому что мы называем технологичные формы искусства медиа-искусством или искусством новых медиа. Потому это, безусловно, очень важно для молодого поколения понимать, на плечах каких титанов, да, СКБ «Прометей» они стоят. Ну да, чтобы еще лучше это понять, принять и проникнуться, да, это, конечно же, нужно посмотреть. Нужно посмотреть. Потому что сейчас только в голове можно такого нафантазировать. Как это все происходит, действительно интересно. Слушай, любое большое мероприятие, где есть свет, отчасти там появляется искусство, о котором мы говорим, о котором мы еще не задумывались. Спасибо большое. Я думаю, это будет дико интересно, потому что вроде как смотришь, да, еще разок, со стороны так, не понимаешь ценность этого, не задумываешься о том, как это работает. А вот сейчас на выставке «Прометей космического века» можно будет все это увидеть изнутри. Круто, надо будет сходить обязательно. Да. Янина, большое спасибо. Спасибо. Мы продолжим, и продолжит наш эфир сюжет для родителей и детей. Как игры могут помочь в учебе. Развитие ребенка в 6-9 лет проходит довольно интенсивно, а в школе он получает и обрабатывает огромное количество информации.
Играя с детьми в правильные комплексные игры, развивающие память, мышление, восприятие и концентрацию, вы тем самым будете помогать им лучше усваивать учебный материал. В сегодняшнем выпуске мы подготовили подборку из 5 игр, в которые можно играть в любое свободное время. Цепочки слов. Назовите слово и предложите ребенку сказать другое слово, начинающееся на последнюю букву сказанного. Затем снова ваш ход, например, капуста, аквариум, море, елка, арбуз, зверь и так далее. Повторять ранее произнесенные слова нельзя. Если слово заканчивается на мягкий знак или на «и» краткое, то следующее должно начинаться с предпоследней буквы предыдущего, например, зверь, рама и так далее. В любую емкость вложите заранее подготовленные листочки с номерками от 1 до 10. Теперь по очереди вытягивайте вслепую бумажки и приводите пример, где в жизни можно увидеть попавшуюся цифру. Например, 4 – 4 ножки у стула, 5 – пальцев на руке, 8 – ног у осьминога и 8 лапок у паука. Следующая игра помогает в усвоении точных наук. Взрослый демонстрирует ребенку картинку, на которой изображено большое количество разных предметов. Задача ребенка запомнить их, а затем рассказать, что именно было показано на картинке и в каком количестве. Артем, когда я отправлюсь на пикник, я с собой возьму корзину. Я когда отправлюсь на пикник, с собой возьму корзину и очки. А я возьму корзину, очки и яблоко. А я возьму корзину, очки, яблоко и зонт. А я возьму корзину, очки, яблоко и покрывало. Мама, не покрывало, а зонт. Я выиграл. Молодец. Способность концентрироваться – залог успешного обучения в школе и быстрого усвоения информации. Улучшить этот навык вам поможет игра «Детектив». Разложите много предметов на столе и предложите ребенку посмотреть на них 30 секунд. Затем ребенку нужно закрыть глаза, а вы тем временем уберите одну вещь. Юный детектив должен обнаружить, что пропало. Надеемся, наши игры для ваших супер-детей вам понравились. Как вы могли заметить, играть в них можно в разных ситуациях – на прогулке, в очереди, в машине и так далее. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках. Ну и продолжаем программу гороскопом. Итак, Овны, в четверг вам нужно помнить, что основная причина всех болезней – это стресс и неустойчивость нервной системы. Поэтому спокойнее. Отличный заряд бодрости принесут любые физические нагрузки. Тельцы, сегодня вы будете очень мнительны в отношении своего здоровья и даже станете замыкаться на своих болезнях, долго размышлять о них, впадая в ипохондрию. Ну а лучше вместо этого обратитесь к врачу и ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Близнецы, положение планет для вас благоприятно. Этот день отмечен некоторой ленью. Зато если вы преодолеете апатию, то получите возможность изменить жизнь к лучшему. Не исключено, что сегодня раки столкнутся и с откровенной завистью, и с тайными происками врагов. Преодолевая все эти препятствия, вы потеряете много сил, но мало чего добьетесь. Время проявить вашу врожденную практичность в делах. Лев, у вас начинается новый цикл. Это будет период планирования дел на будущее. Прилив энергии и оптимизм не даст вам сидеть на месте. Благоприятны все деловые контакты. Девы, четверг располагает к романтическим связям, поездкам, путешествиям. Появляется повышенная потребность в любви. Но не считайте, что кто-то вам что-нибудь должен. Делайте сами первые шаги. Ну, окончание гороскопа в конце программы, а пока смотрим очередной сюжет. 6-й фестиваль джазовой музыки «Ереван Джаз Фест» впервые в своей истории прошел за пределами армянской столицы. Любители джаза насладились любимой музыкой в дендропарке Саранер города Берд в воскресенье 13 сентября. Организатор мероприятия Камо Мавсисян рассказал, что слоган «Безграничный джаз на границе» был придуман с целью подчеркнуть миротворческую миссию фестиваля. Мы хотим показать нашим соседям, что есть культура, есть музыка, есть это все прекрасное, которое вот создается именно искусством и культурой. Один из участников фестиваля, композитор и исполнитель Микаэль Васканян, подчеркнул важность проведения крупного музыкального мероприятия в местах, где, по его словам, для местных жителей звуки войны привычнее музыкальной гармонии.
Посетитель джазового события Аким Макарчан, в свою очередь, одобрил место его проведения, добавив, что круто, когда вместо звуков поля в горах слышится джаз. Фестиваль «Ереван Джаз Фест» является международным, однако в этом году зарубежные исполнители не приняли в нем участие из-за пандемии коронавируса. Ну а сейчас время фактов и подробностей, а значит время рубрики «Сегодняшний день в истории». Сегодня 17 сентября, и в этот день, в 1783 году, в Сарапуле родилась первая в России женщина-офицер, кавалерист-девица, писательница Надежда Андреевна Дурова. Мало кто знает, что в армию ее привела вовсе не любовь к войне, а любовь к казачьему Исаулу. Хотя склонности к нетипичному образу жизни были у девочки с самого детства. «Седло», пишет она сама, было моею первую колыбелью. Лошадь, оружие и полковая музыка – первыми детскими игрушками и забавами. После всех скитаний она осела в Елабуге, где сейчас работает ее дом-музей. 17 сентября 1896 года родился актер и режиссер Халил Абжалилов, народный артист СССР. Свою творческую карьеру он начал в 1916 году в татарской драматической труппе. Затем стал одним из основателей Восточного театра в Оренбурге. В годы гражданской войны организовал фронтовую труппу, выезжал на передовую, выступал перед бойцами Красной армии. С 1920 года работал в узбекских театрах. После служил в Астраханском татарском драматическом театре. С 1924 по 1928 снимался в кинофабрике «Шарк-Юлдузе» «Звезда Востока». С 1928 года являлся актером театра имени Камала. С 1941 года возглавлял правление татарского отделения Всероссийского театрального общества. В Казани Абжалилов жил в доме номер 17, дробь 9 на улице Горького. На нем установлена мемориальная доска, а одна из улиц в Вахитовском районе носит его имя. В этот день, в 1900 году, открылся Народный дом при заводе Лафузовых. Один из красивейших особняков не только Заречья, но и Казани. Ему была уготовлена длинная и сложная судьба. Но главное, что после всех перипетий здание все так же служит искусству. В этом году в нем была открыта арт-резиденция фестиваля «Созвездие Йылдызлык». 17 сентября 1946 года бригада буровиков мастера Баклушина из треста «Туймазы-нефть» в Бавлах на глубине почти 2000 метров вскрыла мощный нефтеносный горизонт девонского происхождения с высоким суточным дебитом нефти. Как всегда по четвергам мы рассказываем вам об улицах памяти. И сегодня мы в одной из удаленных точек Казани, в поселке Юдино. Поселок Юдино – это Кировский район Казани. В ее состав он вошел в 1969 году. Нормально, хороший поселок. Спустя 14 лет здесь появилась улица лейтенанта Красикова. Получается, она у нас вот почти от памятника вот ветеранам. И вот до конца, до карьеры идет. Ну, длинный получается. До карьеры тут километра 2, наверное, топать. На одном из домов в центре поселка можно увидеть фото. На снимке совсем юный Юрий Красиков, лейтенант-танкист, командир взвода, участник Великой Отечественной войны. Его взвод воевал в боях за Сталинград, последних в их жизни. Оказавшись в окружении врага, прикрывая наш десант, танкисты попали на мины. Подорвались все боевые машины, в том числе и Юрия Красикова. Первые 2 экипажа погибли, отстреливаясь. Танк Красикова до последнего прикрывал товарищей, сдерживая фашистов. В итоге станцию, за которую шли бои, отстояли. Но какой ценой? Все танкисты погибли. Юрия Красикова немцы жестоко казнили. Декабрь 1942 года. Дата смерти выгравирована на мемориале памяти на одноименной улице в Юдино. Здесь Юрий Красиков прожил свою довоенную жизнь. Здесь, в ДК железнодорожников, работает музей, где можно увидеть письма и документы Юрия Ивановича. Кто сказал, что огородные работы заканчиваются в конце лета? Не знаю, кто-то, может быть, так и говорит, но Владимир Золотцев считает, что осенью они только начинаются.
Компост – это органическое удобрение, которое можно получить в результате перегнивания растений, пищи, почвы, листьев, веток, навоза. Перегноз получается в результате деятельности различных микроорганизмов на это сырье. Садоводы часто используют обычные компостные ямы, но многие переходят на приготовление компоста в мешках. Чем же этот способ лучше? Главное преимущество – дешевизна. Все, что вам понадобится, это вот такие вот мешки для мусора. Опытные садоводы говорят, что подойдут объемом 120 литров, либо 250 литров. Но самое главное, чтобы они должны быть темными и достаточно плотными, чтобы выдержали дожди и снег в течение зимы. Попробуйте вот так вот на растягивание. Крепкий, значит, подходит. Важное правило качественного перегноя – это исходное сырье. Состав сырья должен быть следующим. Ботва, листья, пищевые отходы, яичная скорлупа, бумага, картон, опилки. Все это подойдет. Ни в коем случае нельзя класть золу, кости и любые виды химических веществ. Важно! В компост нельзя вносить растения и другое сырье, которое заражено, иначе болезнь будет развиваться вместе с перегноем и при удобрении также заразит почву. Еще одно преимущество компоста в мешках – сами мешки уже можно использовать как грядки и перемещать их по участку, если необходимо. Например, ранней весной оставить в теплице. Только важно соблюдать правила компостирования. Исходное сырье обязательно нужно положить слоями. Допустим, сначала траву, ботву, ветки, листья, слой. Обязательно утрамбовываем. Следующий слой, допустим, почва. Что касается животных отходов, то в компост можно добавлять лишь птичий помет и навоз. Также это удобрение снижает кислотность почвы. Но иногда и само удобрение может быть кислым. Это связано с тем, что его состав однородный, например, только трава и почва. Дальше нарвем картона. Кроме органики можно заложить в мешки и немного минеральных удобрений – азотных, фосфорных, калийных, биоудобрений и органоминеральных удобрений. Лучше всего закладывать их осенью. Ну и какие-то пищевые отходы. Вот, допустим, дыни. Нужно добавить немного воды. А для того, чтобы быстрее разлагалось, препараты. Как убедиться в том, что вы сделали все правильно? Следить за запахом. Если где-то через неделю из вашего мешка будет исходить запах свежескошенной травы, значит, вы все делали правильно. Если же она начнет пахнуть аммиаком, вонючим запахом, это значит, что вы нарушили технологию. В этом случае необходимо обязательно добавить сюда дополнительно пищевых отходов или исходного сырья, которое содержит углерод, и добиться снова запаха свежескошенной травы. Но сами компостные мешки можно начинать готовить и в течение всего лета и отправлять по мере готовности на грядке. Никаких отверстий дополнительных делать не нужно. Наша компостная куча готова. Продолжается сезон арбузов, и здоровый человек может съедать от 500 граммов до 1 килограмма арбуза в день, и это без вреда для организма. Об этом рассказал заведующий отделением урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин. Но, по словам врача, употребление этой ягоды следует ограничить людям с почечной недостаточностью, ведь их почки не способны выводить воду в достаточном количестве, в результате чего появляется гипертензия и отеки. Но также уролог напомнил, что в арбузе содержится много простых углеводов, избыток которых дает нагрузку на поджелудочную железу. В результате переедания человек с хроническим воспалением может получить рецидив болезни. Ну и продолжим тему еды. Но сейчас в центре нашего внимания будут яблоки, вернее, легкий перекус из них.
Фрукты – самый предсказуемый вариант перекуса. Старайтесь отдавать предпочтение сезонным фруктам. Это всегда дешевле и безопасно. Сейчас, например, у нас сезон яблок. Не упускайте такую возможность и экспериментируйте со сладкими и кислыми яблочками. Например, в данный рецепт можно попробовать еще использовать арахисовую пасту. Ну а мы продолжаем нашу программу. Доброе утро. Почти все из нас хотят быть стройнее или подкачать мышцы, но не все могут преодолеть лень. Ну и не надо. Если вы любите сидеть перед телевизором на диване, то можно делать упражнения и не вставая с него. Упражнение первое. Лягте на диван. Слегка приподнимайте плечи, отрывая их от дивана. Получается, как будто бы начинаете обычным способом качать пресс, но в процессе передумываете. Упражнение 2. Потом, также лежа, слегка приподнимайте ноги и опускайте обратно. Если тяжело, приподнимайте согнутые, пока не надоест. Надоело, отдохните и еще поднимайте. Следующее. Лежа, ноги согнуты в коленях, стоят ступнями на диване. Приподнимайте и опускайте бедра. Упражнение для ягодиц. Лежа напрягайте и расслабляйте их, пока не надоест. Даже ничего приподнимать не нужно. При регулярных занятиях пятая точка вскоре преобразится. Упражнение 5. Сидя. Можно положить ногу на ногу и напрягать бедра, давя одной ногой на другую. Такое же упражнение можно проделывать со щиколотками. Вытяните ноги и поочередно тяните на себя. И вытягивайте пальцы ног. Последнее упражнение. Не забываем и про руки. С силой сжимайте кулаки, задержите сжатыми и разжимайте. Далее вращайте кистями рук, сжатыми в кулаки, по часовой и против часовой стрелки. Если будете регулярно выполнять такие упражнения, у вас улучшится кровообращение, накачается пресс и, возможно, даже снизится вес. Поэтому это можно делать очень легко, буквально в течение 1-2 рекламных пауз, сидя перед телевизором. Доброго вам здоровья! Ну а мы идем дальше. В прошлом году в Республике Татарстан туберкулезом заболели 28 детей. Несмотря на то, что эта цифра в 3 раза ниже среднероссийских показателей, проблема туберкулеза в республике актуальна. Причем чаще всего болеют дети до 2 лет. Причина – безответственность родителей. Очень показательный случай по городу Казани был, когда ребенок в возрасте 1,5 лет, абсолютно как будто бы благополучная семья, но они отказались от вакцинации в роддоме ребенка, они отказались от постановки манту, мама не проходила флюорографическое обследование, в итоге у ребенка развился туберкулез, а мама оказалась больной туберкулезом, и она явилась источником заражения. Еще раз вдохни, не дыши. Так что все случаи новых заражений детей в республике связаны именно с тем, что родители не обследуют их и не проверяются сами. Хотя в республиканском противотуберкулезном диспансере для ранней диагностики туберкулеза есть все необходимое. Установлен молодозовый аппарат, который позволяет исключить начальные малые формы туберкулеза у детей, органов дыхания и костной системы и других органов. Изображение передается сразу на пультный экран к врачу-рентгенологу, и врач сразу имеет возможность описать имеющиеся изменения и передать сразу в кабинет врача. Доза облучения для ребенка очень низкая. Это совершенно безопасно, если соблюдать сроки обследований. А ведь заразиться туберкулезом можно очень легко. Происходит это воздушно-капельным путем. Микобактерии не погибают примерно полгода, так что в транспорте, в подъезде, в учреждениях и даже в лифте нас может поджидать опасность. Но не нужно бояться, если вы здоровы. В зоне риска дети до 2 лет, подростки и взрослые со сниженным иммунитетом. Это кабинет иммунодиагностики, где проводится проба МАНТУ или пробы с диаскин-тестом. Дети направляются в этот кабинет врачом-фтизиатром. Вот ребенок вместе с мамой. Ей сейчас будут ставить пробу с диаскин-тестом. Это диагностика туберкулезной инфекции, активного туберкулеза и латентной туберкулезной инфекции.
Бывает, что родители и сами дети не хотят проходить рентген или диаскин-тест. На этот случай в диспансере есть альтернативная процедура. Это когда в организм ребенка ничего не вводится, проводится забор крови из вены и проводится проба ТИС-СПОТ. Результаты ее, они идентичны пробы с диаскин-тестом, то есть выявляет активную и латентную туберкулезную инфекцию. Но этот метод, он не включен в программу госгарантий в Российской Федерации и проводится на платной основе. Сейчас есть возможность не приезжать в Казань. Жители других городов республики могут получить консультацию дистанционно. Это кабинет дистанционного консультирования. Поскольку в диспансерном отделении проводится консультация детей не только города Казань, но и Республики Татарстан, и созданы условия для дистанционного консультирования врачей-педиатров районов республики по вопросам диагностики туберкулеза. Все эти меры дали свои результаты. Показатели заболеваемости всего населения Республики Татарстан снижаются. Имеется значительная тенденция к снижению смертности от туберкулеза, и показатели по Республике Татарстан ниже, чем по Российской Федерации. Ситуация с детьми – это как та лакмусовая бумага, которая реагирует на малейшие изменения эпидобстановки. И среди детей мы также имеем снижение заболеваемости, как среди в целом детского населения, так и среди подростков. Туберкулез – заболевание серьезное. Лечение легких форм может занять полгода, а осложненные лечатся больше 12 месяцев. И лекарства для этого этапа будут стоить гораздо дороже. Ну а мы продолжаем рассказывать вам о Сургуте. Сегодня узнаем об истории этого города. Город с 400-летней историей, сердце Югры – Сургут. Заложен он был по приказу царя Федора Иоанновича в XVI веке. Основанием города занимались 4 человека – воевода, священник, купец и охотник. Это, кстати, памятник, посвященный им. Само название Сургут в переводе на русский язык с хантыйского означает «рыбное место». В историко-культурном центре Старый Сургут можно увидеть исторический облик, который имел город на рубеже XIX-XX веков. Он расположен в центральной части города на берегу реки Саймы. На территории находится 14 деревянных домов. Все они представляют собой реконструкцию старых зданий, когда-то стоявших в различных частях Сургута, но впоследствии собранных в единый архитектурный ансамбль. Дом коренных народов Севера создан с целью возрождения традиций и обычаев местных жителей, сохранения и развития их национальной культуры. На этноплощадке расположены традиционные элементы стойбищного поселения – хлебная печь, лабаз и чум. Можно прикоснуться к жизненному укладу обских угров, почувствовать себя сопричастным к самобытной древней культуре аборигенов. А на входе вас встречает лис-хант, одетый в национальную одежду хантов – малицу. Пушная торговля в Сибири и ясачная политика государства российского, орнамент лиса в культуре коренных народов Севера отражены в экспозиции «Музей черного лиса». Это творческая и коммуникационная площадка для детей и их родителей, посвященная прошлому и настоящему города, его значению в истории России. Про основание Сургута казаками и служилыми людьми можно узнать в Доме казачества. Дом ремесел – это единственное двухэтажное здание в Старом Сургуте. В нем находятся мастерские художников, возрождающих народные традиции и развивающих прикладное творчество. Ну и на протяжении многих месяцев мы не устаем говорить слова благодарности врачам и медицинским работникам за их нелегкий труд.
И в нашей программе мы не устаем рассказывать вам о счастливых людях. Смотрите их мотивирующие истории. Учеными не рождаются, учеными становятся, считает наш герой. Владимир Ярковой, студент химического факультета Казанского Приволжского федерального университета, рассказал нам свою историю. Отучившись первый курс, понял, что помимо учебы надо еще чем-либо заниматься. И почему бы не попробовать себя в науке, тем более в такой области, как нефтехимия. Начиналось все достаточно просто, то есть приходишь в лабораторию, говоришь, что я такой-то, такой-то, я молодец, я хочу заниматься исследованиями. Теперь говорят, что раз ты такой молодец, давай посмотрим, куда можно будет тебя направить. Владимир рассказал нам, как он, обычный студент, увлеченный идеей, стал молодым ученым, исследующим одну из отраслей нефтяной промышленности. Самым главным желанием было найти себя, свой путь в науке. Начинается все, возможно, одинаково, то есть студент выбирает лабораторию, дальше студент загорается, пропуская через себя тонну литературы, чтобы иметь базу, приносит свой вклад в исследование, в обработку результатов. Дальше начинается написание научных работ, будь это какие-то отчеты или же статьи. И как-то так и происходит. То есть дальше это все просто увеличивается. Все больше исследований, больше статей, больше каких-то выдаваемых результатов. Газовые нитраты являются одной из технологий будущего, считает Владимир. Именно поэтому он решил внести свой вклад в развитие этой отрасли. Наши исследования ведутся в разработке зеленых ингибиторов гидратообразования. Они не токсичные, они биоразлагаемые. И, что самое интересное, они немного другого действия. То есть метанол относится к термодинамическим ингибиторам гидратообразования. Мы же работаем над кинетическими ингибиторами. Первый прибор, который используется для наших исследований газовых гидратов, это перемешивающий автоклав высокого давления. Привезен он к нам из Франции, служит уже несколько лет, служит исправно. В нем мы, можно сказать, моделируем систему трубопровода. Это дифференциальный сканирующий микрокалориметр высокого давления. Температурный диапазон и очень малая скорость нагревания либо охлаждения позволяют нам максимально точно определять температуру, при которой происходит процесс образования или же плавления газового гидрата. Владимир продолжает учиться в университете, только теперь ему нужно совмещать учебу с работой. Надо постараться распределить себя, когда нужно преуспеть в лаборатории, когда нужно посетить учебу, и если что, то оставить какие-то работы на вечер. Володя увлекается фотографией, велопрогулками, а также иногда пишет картины. Он не останавливается на достигнутом и полностью погружается в процесс. Главный фокус – это, возможно, выжать из себя как можно больше, пока для этого есть все возможности и условия. То есть учиться как можно большему, приобретать навыки, где-то до сих пор искать, где еще можно проявить себя и в чем. Глядя на Владимира, понимаешь, что ученый – это человек, имеющий определенный склад ума. Им движет желание дойти до сути и принести пользу обществу, посвящая этому делу все свое время, свои силы и стремления. Казанский ватерпольный клуб «Синтез» вернулся к обычному ритму и начал новый спортивный сезон, что не может не радовать. Ватерполист Эмиль Зинуров, доброе утро. Доброе утро. Мы видим медаль, и мы хотим с чем-то вас поздравить. Давайте, да, за что? Когда? По итогам сезона 19-20 наша команда «Синтез» признана чемпионом страны. Поздравляем. Да, спасибо. К сожалению, по спортивному принципу узнать чемпиона не удалось, но по итогам сезона, по количеству набранных очков, Федерация водного пола признала нашу команду лучшей, сильнейшей в стране. То есть досрочно? Досрочно, да. И
мы стали чемпионами. Ну да, к сожалению, вот вмешался, во многие виды спорта вмешался тот пресловутый вот, да, совершенно пандемия, точно. Коронавирус. А вот скажите, вот тяжело ли возвращаться вообще к тренировкам, к игре после такого как во продолжительного время карантина времени? поддерживали форму? Возвращаться нелегко и физически, и морально, конечно, потому что перерыв был почти полгода, но во время карантина все-таки старались, я знаю, и мои товарищи по команде, ребята старались дома поддерживать свою спортивную форму. У многих из нас есть определенный инвентарь дома. Это мячи ватерпольные, гантели. Ванна, в конце концов. Ванна, да. Почему нет? Чтобы не отвыкать от воды, да. Кто-то за городом проводил пробежки в мае или в апреле, не помню. Было послабление в режиме, можно было с утра до 6 утра, кажется, выходить на пробежку. Вот кто-то этим пользовался, бегал. Поэтому форму поддерживали, но, несмотря на это, возвращаться все равно было Ну, конечно, нелегко. для спортсменов, у которых такой интенсивный график всегда тренировок, такая движуха, да, можно сказать. Особенно командные виды спорта, когда важно не просто быть там быстрее, выше, сильнее, но еще и командная химия должна сработать. Конечно. Как командная химия появилась? Потому что сезон новый начался, мы правильно понимаем? Да, но мы уже успели потренироваться около 2 месяцев, поэтому определенную форму мы успели набрать, подготовиться к сезону. Первый тур чемпионата уже сыграли дома. Вот на прошлых выходных мы играли с командой из города Астрахань. Оба матча мы выиграли. Вот. На этой неделе впереди матч против казахстанского клуба, который тоже участвует. Здесь у нас будет? Или да, в российском чемпионате. Поэтому форма набрана, движемся дальше. Кстати, а болельщиков пускают на трибуны сейчас или еще пока нет? Сейчас вообще на водное поло принято приходить без билетов. Кто хочет, тот приходит. Но сейчас в связи с коронавирусом, с карантинной ситуацией, руководство бассейна и руководство клуба приняло решение раздавать небольшие пригласительные, они бесплатные. То есть, приходить можно? Да, но в ограниченном количестве. Окей, да. Если кому-то повезет, болейте за наших как следует. Да. Но в масках. Болейте, но в масках. Да. Так, ну еще одна важная тема. Академия водного пола открылась, которая носит имя Ири Казинурова. Да? Что за академия? Как будет все устроено? Это Центр развития водных видов спорта, Синтез-академия. Она только начинает свою работу. Вот буквально это первый год? Первый год. Вот буквально с 1 сентября начали тренировки первой группы детишек. Сейчас принимаются группы только детей с 6 до 9 лет. Они уже начали свой, так скажем, спортивный путь, начали свои тренировки. Тренерский штаб работает, дети довольны. Вот. То есть наборы еще открыты, еще можно попасть как-то? Или пока все под завязку? Да, наборы открыты. Набор продолжает идти, и дети продолжают, родители продолжают записывать своих детей. И я думаю, будет еще больше. Да, вот как раз наши зрители, я думаю, сейчас смотрят нас и примут к сведению, потому что это замечательный спорт, действительно, особенно для мужчин. Да, чтобы быть плечистым и чтобы через сколько, лет 15 носить медаль золотую на шее. Да, Эмиль, спасибо большое. Удачи в сезоне, будем следить за вашими успехами. Болеть за вас. Будем болеть за вас. Главное, вы не болейте, мы не болейте, никто не болеет. Вы верите в гороскопы? Да. А кто по знаку зодиака? Овен. Овен? Но вы уже прошли, ладно. Но у вас все хорошо, по-моему. Да, дело в том, что мы должны дорассказать гороскоп, часть которой осталась, мы на весах остановились. Влияние звезд может неблагоприятно сказаться на вашей семейной жизни. По гороскопу у вас существует риск крупной ссоры с далеко идущими последствиями. Лучше углубиться с головой в работу и решить все сложные задачи. Сегодня Скорпионов ждет успех, если он проявит твердый расчет и абсолютную уверенность в победе. Расходы будут щедро компенсированы доходами. Учитесь правильно распоряжаться шансами, которые дарит вам судьба. Стрельцы. Профессиональный успех, любовные отношения, духовные поиски сегодня могут быть весьма эффективны. Если двигаться в направлении своей мечты и приложить усилия, чтобы она осуществилась, можно достичь успеха в самое короткое время. Козероги, звезды сулят вам финансовую
финансовую стабильность. В этот четверг разберитесь с финансовыми обязательствами и отдайте, наконец-то, долги. Водолеи, успех сопутствует личностям, проявляющим интерес к необычному и неожиданному техническому прогрессу, изобретениям и прочим новшествам. Не бойтесь в эти сутки экспериментировать. Рыбы, у вас вероятен позитивный космический фон, способствующий благоприятному течению дел, спокойному отдыху после работы. Займитесь домашними хлопотами, как раз для этого идет подходящее время. Благоприятный космический фон. Какая фраза? Опять космос. Да, ладно, вернулись. Хорошо. Вот что вы увидите завтра в нашей программе. Улицы Казанские. Узнаем историю Мариина озера. А также обзор кинопремьер для интересных выходных. Ну что ж, все на этом. Увидимся завтра. Светлана Звонарева. А Влад Портнов. Начинали этот день с вами. И несмотря на то, что он осенний, казалось бы, холодный, главное – погода в доме. Пусть она будет солнечной и радостной. Пока-пока. Удачи.